Здравствуйте, меня зовут Путяков Вячеслав Валерьянович, я являюсь старшим помощником прокурора Батыревского района. Сегодня хотелось бы рассказать о проводимой прокуратурой Батыревского района работе в сфере исполнения трудового законодательства. Прокуратурой Батыревского района в рамках исполнения приказа прокурора республики проведена проверка соблюдения законодательства индивидуальных предпринимателей района в сфере соблюдения трудового законодательства в сфере оформления трудовых прав граждан. Установлено, что индивидуальные предприниматели района Андреевой, Исаевой, Красновой в нарушении требований статей 67-68 Трудового кодекса без оформления трудового договора и приказа были приняты на работу по одному работнику. Кроме того, данными индивидуальными предпринимателями сведения о приеме на работу указанных граждан трудовой книжки не вносились, информация о стаже заработка работников в пенсионный фонд не предоставлялись, страховые взносы не выплачивались. В связи с вышеизложенным отношении индивидуальных предпринимателей прокуратура района были возбуждены административные дела по статье 5.27, часть 4 Кодекса об административных правонарушениях, это уклонение от оформления или надлежащее оформление трудового договора, которые для рассмотрения направлены Государственной инспекции труда в Чувашской республике. По итогам рассмотрения данных постановлений Государственной инспекции труда данные индивидуальные предприниматели привлечены к административной ответственности в виде штрафов по 5000 рублей. Нарушения ими устранены. Прокуратурой Батыревского района в рамках нормативно-правовых актов Генеральной прокуратуры и прокуратуры республики систематически проводятся проверки исполнения законодательства о социальной защите инвалидов. Согласно статье 15 Федерального закона о социальной защите инвалидов Российской Федерации, на каждой стоянке остановки автотранспортных средств, в том числе около объектов социальной, инженерной и транспортной инфраструктуры, жилых, общественных и производственных зданий, строений и сооружений, включая те, которых расположены физкультурно-спортивные организации, организации культуры и другие организации, мест отдыха выделяется не менее 10% мест для парковки специальных автотранспортных средств инвалидов. Поскольку места для парковки специальных автотранспортных средств инвалидов не могут занимать иные транспортные средства, эти места должны быть оснащены специальными указателями. Вместе с тем, по результатам проведенной прокуратурой районной проверки установлено, что при наличии автостоянок, остановок у ряда зданий администрации сельских поселений района, магазинов и пунктов общественного питания, принадлежащих хозяйственным субъектам, специальные указатели мест для бесплатной парковки стоянки транспортных средств для инвалидов отсутствуют. В связи с чем адрес администрации 3 сельских поселений внесены представления. Отношение руководителей 2 предприятий возбуждены дела об административных правонарушениях, предусмотренных статьями 5.43 Кодекса об административных правонарушениях. Это нарушение требований законодательства, предусматривающих выделение на автомобильных стоянках остановках мест для специальных автотранспортных средств инвалидов. В настоящее время акты прокурорской регионы рассмотрены и удовлетворены. Специальные места для инвалидов на местах бесплатной парковки установлены. Прокуратурой Батыревского района утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 42-летней женщины, представляющей интересы инвалидов второй группы по оказанию платных юридических услуг. Она обвиняется в совершении преступления, предусмотренного статьей 159 частью 3 Уголовного кодекса Российской Федерации, хищение чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием, совершенное в крупном размере. По версии следствия, женщина, занимающая оказанием платных юридических услуг, один из них апреля 2017 года, узнав о том, что инвалид второй группы имеет право на получение единовременной выплаты на приобретение жилого помещения, в целях хищения чужого имущества путем убеждения обещания в оказании помощи при приобретении благоустроенной квартиры, пользуясь тем, что инвалид второй группы является психически больным человеком, убедила оформить доверенность на представление интересов. Далее женщина при помощи доверенности получила свидетельство о праве на получение единовременной денежной выплаты на приобретение жилого помещения от 10 мая 2017 года на сумму 1 137 384 рубля, выписанной на имя инвалида. После этого убедила продавца указать в договоре купли-продажи стоимость квартиры в большом размере, чем в действительности, присвоив 537 тысяч рублей. В результате преступных действий инвалиду причинен ущерб в крупном размере. Уголовное дело было возбуждено органом следствия после отмены прокурором района незаконного постановления об отказе в возбуждении уголовного дела. Материал уголовного дела для рассмотрения направлен на Батыревский районный суд. За совершение данного преступления обвиняемый грозит уголовное преследование до 6 лет лишения свободы. В целях возмещения ущерба в ходе следствия судом наложен арест на имущество обвиняемой, в частности, на автомобиль. На этом наш выпуск завершен. До свидания.